Мухажир, салам алейкум. Валейкум ассалям. Представься, пожалуйста, откуда ты родом, где живешь? Родом ауылдан, Қызан ауылдан, Башмаковки. Татарская Татарская Башмаковка Башмаковка называется, нет? называется, село. Корнеев Мухажир Давидович. Меня Семен. Меня Ага. зовут Атом. Так, вообще по поводу вот этого вопроса нашего разговора, что скажешь? По нации ты кто? Происхождение твое? Ну, мен өзімді ноғай деп sayılırım. Ага. Я себя считаю нагайцем. Юртовским, по крайней мере, по научному искать. Ага. Ну вот. А вот Так, как когда-нибудь себя татарином считал? Вот Татарин? татар Башмаковки живешь же? конечно, считал. И как вот произошло твое Ну, как смена, началось? перемены? Это началось изучать. Я начал изучать некоторые литературу по поводу людей, которые здесь проживают. Как они здесь учились, как оказались, кто это такие вообще, и почему у нас язык отличается от других. От казанских, да? От других народов некоторых. От Да, ка- казанских, да, которые нам преподавали. Вот поэтому я взял книги некоторые, почитал читать. Там были, конечно, противоречия. Ну, как-то пришел к ясности. Пока не встретилась книга Трипавлова «История Ногайской Орды». Ага. Там уже я точно узнал, кто это такой. Взял в интернете, забил поиск словарь ногайско-русский, русско-ногайский. И там смотрел, какие слова там есть. Значит, понял, что там есть слова такие, как шапраш, допустим. Ну, всякие слова, которые мы применяем в быту, Да. которые не применяются в Казани, которые, не знают, не понимают. Вот, и понял, что это реально наш язык. Ну, короче, ты пришел, Да. ты сам пришел к этому выводу, да? Ну, я еще слышал, что вот у нас был такой Шуманов. Ага. Он говорил, что мы представители ногайского народа. Ну, поэтому у меня такие ассоциации нации своей. Ну, у нас вот в селе, в татарской Башмаковке, Қызанда, село Қызан, аул Қызан. Қызан, Да, Қызан. не Казан. У нас не все признают себя нугайлар. У нас есть и казанцы, переселенцы из Казани, это понятное дело. Но есть местные жители нугайлар, которые вообще, улар говорят, что улар татарлар. Вот. Не знаю, они ничем это не объясняют, просто говорят, мне так хочется. У меня как бы так воспитали. Да, Вот, программа забитая в голову нашу. при советской власти, да? Конечно. Укрепление, Малых народов за счет больших. укрепление большой нации за счет малых. Ну да, укрепление больших наций. Вот. А ты как думаешь вообще, нам стоит ли сейчас вот это ворошить, как бы, то, что прошло, ну, уже в течение длится 100 лет примерно? Ну, не 100 лет, Я может. думаю, каждый человек обязан знать историю своего народа. Хорошо ли, плохо ли, когда были. Может быть, ему может и не нравится то, что вот нагайцами его называют. Может, он хочет быть татаром, просто как бы частью большой нации, да, огромной. Но, как показала история, ни к чему это не приводит. А приводит только к тому, что мы теряемся в нашей стране. Мы теряемся, не можем знать, кто мы такие вообще, откуда мы пришли, какие были обычаи, какие нравы. И вообще, кем называть своих детей тогда, получается. Если они уже и свой язык забудут, то, значит, напрасно мы проживаем свою жизнь, что ли, если мы не оставляем им что-нибудь наследство такое. Понятно. А так как бы, вот мы сейчас, есть у нас, ну, среди вот жителей наших, да, наших сел, да, юртовских, можно сказать так, люди, которые себя признают нугалар это называют себя нагайцами, да? Ну, нам в каком ключе, в каком направлении надо двигаться? Надо двигаться как бы объединению с другими нагайцами из других регионов? Или как бы развивать чисто так на местном уровне вот это свое Я думаю, что самосознание? необходимо начать с местного уровня. Потому как без этого мы не способны объединиться. Как ты не призывай чужого человека, если ты встретишь и скажешь ему, ты давай объединяться с другим человеком, который там живет за 1000 километров от меня, допустим. Ну как, если он не знает своей истории, как он объединится? Поэтому нужно сперва изучать свою историю. Преподавать, может вести какие-то
встречи с людьми, давать им знания какие-то. Какие-то были у нас люди, может, какие-то люди, которые хотели начать объединение нашего Народа народа. разрозненного. Да, разрозненного. Вот Вот, сюда. поэтому надо потихоньку с себя начинать. Со своего народа, с семьи, с друзей, объяснять. Вот. Хотя мы, конечно, видим отпор с некоторой стороны. Ну, просто объяснять. У нас богатая история. Богатая история, богатая география, Да. расселение. Вот мы же можем понять, да, человека, который там на каком-то диалекте разговаривает. На гайском, например. Угу. Вот, поэтому. Понял. Все, Рахмат Дус. И что вы?